эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. В Томодском психоневрологическом интернате выявили заболевших коронавирусом. Проводится проверка. Реку Чульман вновь загрязнили. Специальная комиссия сегодня проведет дополнительное расследование. И трудовые будни студенческих отрядов Мирнинского района в самом разгаре. Какие работы выполняет молодежь? Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Якутске остается напряженной. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Елена Борисова сегодня в ходе брифинга по эпидситуации в республике. В столице региона зарегистрирован 31 новый случай заболевания COVID-19, плюс 29 заболевших по районам республики, 17 в Алданском, по 5 в Мирнинском и Нерюнгринском, 2 в Хангаласском. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался. За минувшие сутки было сделано свыше 2000 тестов. В ходе брифинга глава регионального Минздрава пояснила, как производится забор анализов на COVID-19. У нас с мая месяца изменилась методика, и сегодня, наработав клинический опыт и практические знания, мы сегодня уже не стремимся у каждого пациента забирать анализы в первый же день. Мы делаем анализы на 8-10 день, который дает более информативную картину, и если есть четкая клиника ковида, которую мы уже четко понимаем и определяем, мы анализы имеем право не брать вообще. Поэтому нашему населению я предлагаю успокоиться, сохранять спокойствие, вернее, правильно сказать, и заниматься самоизоляцией в первую очередь, извещать поликлинику, либо станцию скорой медицинской помощи, что у вас есть признаки ОРВИ заболевания, либо какое-то недомогание, к вам обязательно приедут, назначат лечение и будут контролировать либо в дистанционном, либо в онлайн-режиме за вашим состоянием. При необходимости анализы заберут. В Томодском психоневрологическом интернате зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга по эпидситуации в регионе рассказала министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова. По ее словам, сейчас проводится проверка по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм внутри учреждения. Необходимо отметить, что это сегодня крупное учреждение, где проживает достаточно много престарелых инвалидов с множественными заболеваниями. И необходимо отметить, что на месте сегодня работает бригада Министерства труда и социального развития, введено внешнее управление. Все необходимые меры приняты, произведены дезинфекционные мероприятия. Сейчас ведется дополнительный набор персонала для усиления организации внутри учреждения. И большая работа проводится совместно с органами здравоохранения и Роспотребнадзором. Подробнее о ситуации в Томодском психоневрологическом интернате рассказал глава Алданского района Северин Поздняков. С ним пообщался наш корреспондент Руслан Павлов. Стабильную ситуацию в Алданском районе по заболеваемости коронавирусной инфекции слегка всполохнул Томодский психоневрологический диспансер, где выявлены случаи заболеваемости. Более подробную информацию нам расскажет начальник штаба, глава района Северин Поздняков. Северин Николаевич, что на сегодня там? Ну, я бы хотел, чтобы в целом обстановка достаточно стабильная. И, как вы правы, сейчас в Томоте у нас в психоневрологическом диспансере произошла вспышка. Появились новые больные, там в количестве 11 человек. Но вызывает, конечно, серьезные опасения. Это то, что это закрытое учреждение. И, конечно, распространение инфекции может быть такое достаточно массовое. Но, тем не менее, оперативным штабом вместе с Роспотребнадзором, с нашими медицинскими работниками мы занимаемся психоневрологическим диспансером. Все больные, у которых есть признаки, они госпитализированы. Часть контактировавших людей, они помещены в обсерватор. И на сегодняшний день у всех контактных, которые есть в контакте, взяты все анализы. Поэтому я думаю, что уже такой наработанный опыт, который вот уже за эти месяцы распространения коронавирусной инфекции, и то, что у нас было вспышки в закрытых, так сказать, местах, это вахтовые работники и так далее, я думаю, что поспособствует как раз тому, что все-таки ситуация раскроется в лучшую сторону все-таки. Но все равно опасения есть, и вот достаточно тревожно за это учреждение. Ну вот прецедент такой, отстранен директор данного учреждения. На ваш взгляд, это нужная мера?
Ну, на мой взгляд, я считаю, что там есть такие комплексные организационные недоработки, которые как раз и послужили тому, что там произошла такая вспышка. Поэтому, конечно, за всю организацию процесса отвечает руководитель, и кому, как не ему, отвечать за то, что происходит на уверенном ему объекте. Ну и, наверное, урок другим, да? Ну, тут не урок, а скорее назидание. Ну, такая у нас ситуация в Алданском районе. Мы следим за развитием событий. Другим темам. В Нюрнбергском районе вновь загрязнили реку Чульман. Информация об этом поступила в районный комитет государственного экологического надзора. На место происшествия незамедлительно выехали инспекторы комитета. Они отобрали пробы воды с акватории реки Чульман. Возбуждено административное расследование. Накануне экологи повторно отобрали пробы на ручей Дежневка, впадающий в реку Чульман. Вода визуально загрязнена угольной пылью и взвешенными веществами. Сегодня инспекторы Нюрнбергского комитета совместно с прокуратурой района, а также представителями Рыбнадзора проведут дополнительное расследование с целью установления виновных лиц в загрязнении реки Чульман. 96 лесных пожаров бушуют в Якутии. Общая площадь, пройденная огнем, 294 тысячи гектаров. За сутки возникло 30 пожаров, 21 очаг удалось потушить. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского и Мирнинского районов, где зарегистрировано 49 очагов природных пожаров. На их тушение за сутки привлекались 548 человек и 63 единицы техники. Пакет законов о государственном социальном заказе подписал президент России Владимир Путин. Речь идет об услугах в области образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физкультуры, спорта и туризма. Одной из инноваций является специальный сертификат, который дает право гражданам самостоятельно выбрать организации, оказывающие те или иные услуги за бюджетные средства. В частности, сертификаты на оказание госуслуг в сфере дополнительного образования детей позволят негосударственным организациям отказаться от взимания с родителей платы за подготовку ребенка. Также подписаны сопутствующие законы об освобождении от налога на добавленную стоимость услуг негосударственных социально ориентированных организаций. Состояние республиканской автодороги Яна после ремонта проверила специальная рабочая комиссия. Все ли идет по графику и есть ли нарушения, подробности в следующем сюжете. Напомним, ремонт начался в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядная организация ООО «Дортранс» провела работы на автодороге по отсыпке дорожной одежды, выравниванию откосов, укладке водоотводных труб с 509-го километра федеральной трассы Колыма по направлению Тополиная, Токума, Батагай, Усть-Куйга, Казачье, Нижнеянск на участке от 0-го до 10-го километра в Тампонском районе. Всего за прошлый год было отремонтировано более 17 километров автодороги. Финансирование составило порядка 156 миллионов рублей. Вот она дорога шла здесь. Вот заложили, даже карьер заложенный с условия, что нам даст возможность, выбирая вот этот карьер, в общем-то, мы его берем отсюда, видите, как глубоко можно по верху режем, чтобы кривую выположить, или если не получится выположить, значит откроем видимость. Тут очень крутой закрытый поворот. По проекту здесь 8-очка, мы делаем 10. Потому что при 8-ке здесь дует сильно, постоянно заносы. При 8-ке снег расчистить некуда. Да и в общем сейчас длинномеры такие машины идут. На 8-ке, на наших очень крутых кривых, делая это, мы не перебивали кривые. Кривые остались дальстроевские, а они там 100, 200, 300 метров под те скорости и машины. И они, в общем-то, это сейчас уязвимое место, при такой скорости будет поворот. В этом году на автодороге Яна в Тампонском районе будут продолжены ремонтные работы на участке с 10 по 30 километр. Всего на эти цели выделено более 210 миллионов рублей. Из них 42 миллиона 680 тысяч предусмотрено на текущий год. Работы выполняются по календарному графику. И все, конечно, зависит от погодных условий. Да? И если погодные условия будут позволять работать, то мы, согласно контракту, сдадим
данный участок. В ходе проверки комиссия отметила, что выполнение работ подрядной организации «Дортранс» соответствует графику и в полной мере отвечает освоению финансовых вложений. Что касается в целом национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», общая сумма капитальных вложений на этот год составляет 2,7 миллиардов рублей за счет средств Дорожного фонда республики. По итогам 2020 года планируется ввести в эксплуатацию более 186 километров автомобильных дорог регионального значения, в том числе мостовой переход через реку Тюгене на автодороге Кабяй. Туяра Харитонова, Ариана Иванов. Специально для Якутия-24. Студенческие отряды Мирнинского района приступили к благоустройству и облагораживанию городов и поселений района. Молодежные бригады трудятся в 6 населенных пунктах в городах Мирный и Удачный, поселках Светлый, Алмазная, Халы, Чернышевский. Ребятам предстоит очистить улицы города от мусора и грязи, а также провести уборку внутриквартальных территорий. Сейчас молодежь расчищает лесополосу вдоль дорог от сухостоя, прошлогодней травы и мусора. Работа студенческого отряда продлится до конца августа, а сейчас начался набор на второй трудовой сезон. Заработная плата планируется в районе 30 тысяч. В первую очередь это для них трудовой стаж, он будет зачислен небольшой, но трудовой стаж, потому что они работают официально, с трудовой книжкой. Ну и еще и общественная работа, это же как считается общественная работа, как члены студотрядов. Летом заняться нечем, и мне кажется, все ребята с студотряда считают точно так же, поэтому мы решили занять себя на летний период, и немного даже подработать. Убираем территорию домов, которые пристроены к ЖЭУ-3, например, к ЖЭУ-4 города Мирного. И также эти полесья, неудобные ветки мы все спиливаем, срезаем, чтобы облагородить улицы нашего города, чтобы люди ходили и просто любовались. Первых посетителей после ограничений, связанных с пандемией, сегодня встретил мультимедийный парк «Россия. Моя история». Для семьи Ефремовых провели экскурсию по интерактивной экспозиции о династии Рюриковичей. Музей распахнул свои двери после нескольких месяцев без посетителей. Впрочем, для всех желающих исторический парк продолжал работу в режиме онлайн. Жителям Якутии ежедневно предлагали десятки увлекательных материалов об истории нашей страны в различных формах. Это викторины, квизы, публикации в социальных сетях. В настоящее время в планах музея постепенное возвращение к привычной деятельности, но с соблюдением определенных мер безопасности. Это стандартные требования ко всем учреждениям, которые работают с посетителями. Это ограничение дистанции между посетителями, это определенные меры дезинфекции. Мы проводим генеральную уборку каждую неделю. Это ежедневная уборка при помощи дезинфицирующих средств. Это разделение потоков на входе и выходе наших посетителей. Везде установлены дозаторы с химическим реагентом, который обеспечит дезинфекцию рук. Не допускается наличие в одной экспозиции более 50 человек, и в группе не допускается превышение 5 человек. К этой минуте у меня пока вся информация. Оставайтесь с нами.